Свершилось. После долгой паузы в Алекминске вновь начались работы по реконструкции аэропорта. Компания-подрядчик ранее выполняла работы в аэропорту Якутска. Водой подойдет необходимый материал конструкции. Сейчас работы в режиме подготовки. Владимир Иванович выдохнул с мертвой, казалось бы, точки, сдвинулись работы по реконструкции воздушных ворот Алекминска. Должно все получиться? Другого варианта быть не должно. На этот день в районе начали подготовительные работы новая подрядная организация. По словам руководителя, команда опытная. В городе Якутск мы выполнили километр 800 взлетно-посадочной полосы, смонтировали светосигнальное оборудование высокой интенсивности. Организация из Москвы. Вот в этом году государственный заказчик Ространспортмодернизация 19 марта заключил с нами государственный контракт. Объем работ значителен. Очистные сооружения, электроснабжение, склад ГСМ, установка метеооборудования, список внушительный, и есть необходимость и в работах по коррекции. Сейчас плиты придут, значит, перроном займемся. И полосой там надо будет песчано-растительный слой, где просадки произошли, осыпка будет, уплотнение будет, там, зачернение материала там будет. Опять же, есть вопрос. Организации передана вся проектная документация, сформированного и обсчитанного несколько лет назад. За это время цены выросли в разы. Действительно, мы с такой ситуацией сталкиваемся, мы пытаемся ее как-то решить совместно с государственным заказчиком. Пока что путем оптимизации каких-то решений, но опять же не ущерб качеству, не ущерб безопасности полетов. Хочется верить, что выполнят все работы, предусмотренные изначально. Но, учитывая рост цен, алекминчане рады новой полосе и на многое закрывают глаза, а вот люди приезжие пожимают плечами. Багаж, который выдают с борта грузовика в любую погоду, в морозы, в дождь и пекло, совершенно не отвечает современности. Это, вы знаете, это до поры до времени. Вообще-то такого не должно быть. Но пока к нам реакция на наши запросы нулевая. Да, и 50 градусов, мы все вручную, все, и ночью также. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск.